эфире Канашского телевидения информационный выпуск «Вести недели», в студии Евгения Карпчева. Здравствуйте. 23 февраля в России отмечается День воинской славы, День защитника Отечества. В праздничный день в Канаше прошел ряд памятных мероприятий. По доброй традиции горожане возложили цветы к вечному огню у мемориала славы, почтили память погибших воинов минутой молчания. Также в сквере афганцев состоялось открытие памятной плиты. В текущем году день 23 февраля выдался особенно морозным. Однако суровая погода не помешала количеству торжеств, прошедших в городе Канаше. Скажем, в сквере афганцев состоялось открытие памятной плиты, посвященной воинам-танкистам. Она дополнила композицию, в которой уже есть памятники воинам различных родов войск. Танкисты есть и в воздушно-десантных войсках, и в пехоте. Поэтому еще раз, как говорится, вас всех, ребята, с праздником. Ну, раньше он назывался, как говорится, Днем Советской Армии и Военно-Морского флота. Сейчас, как говорится, Днем Защитника Отечества. Всех вас поздравляю, дай Бог всем здоровья, ребята. В мероприятии участвовали солдаты, отслужившие разные годы в рядах советской и российской армии. Депутат Госсовета Чувашии Виталий Иванов, глава администрации города Виталий Михайлов. Вселить уверенность в наше подрастающее поколение. Я хочу поблагодарить вас за ту работу, которую вы сегодня проводите на общественных началах. Поэтому, когда мы начали возрождать этот сквер, если бы не энтузиасты, которые зажгли у нас искру, этого бы не получилось. Но и сейчас меня радует то, что он у нас продолжает благоустраиваться. Я думаю, это не последнее, что мы здесь делаем. Огромное вам, друзья, спасибо и всех с праздником 23 февраля. Памятная плита была установлена благодаря стараниям танкистов. Куратором идеи стал председатель Союза танкистов города Канаша и Канашского района Андрей Петров. Представляем группу танкистов, кто служил в танковых войсках и прилегающих к ним. И, как говорится, и у нас меры, как говорится, установили сейчас мемориальный памятник. И хотим установить еще в городе Канаше танк. Или в Канашском районе. От всего сообщества танкистов и боевого братства с праздником, как говорится, здоровья, счастья и всего наилучшего. «Мы там, где трудно» – такой девиз объединяет членов боевого братства города Канаша и Канашского района, отслуживших в танковых войсках. Именно эти слова и высечены на памятной плите. Теперь это место станет еще одной крупицей памяти, из чего и складывается история. Любить Родину – это участвовать в ее судьбе, отмечают собравшиеся. Ирина Константинова, Павел Демин. Вести недели. Прививание любви к художественному слову, популяризация культурного наследия Чувашии и России. А главное – создание условий для реализации творческих способностей и выявления наиболее одаренных исполнителей – основная задача конкурса, прошедшего во Дворце культуры. Все подробности в нашем репортаже. Мороз и солнце, день чудесный, еще ты дремлешь, друг прелестный. Сегодня проходит межрегиональный конкурс художественного слова имени народной артистки СССР Веры Кузьминой. Сегодня свои таланты покажут студенты и дети. Ежегодно в конкурсе принимают участие лучшие чтецы. Поздравляю Владимира Петровича Ручкина из 6 Б с 5 по русскому языку. Прошу передать для него лучшую песню. Чего? Только русского языка мне еще и не хватало. Я вздрогнул и с отчаянной надеждой посмотрел на маму. Может, не расслышал? Но ее глаза сияли. Какой же ты у меня умница! Счастливо улыбаясь, воскликнула мама. Межрегиональный конкурс художественного слова имени народной артистки СССР Веры Кузьминой проводится в целях поиска и поддержки одаренных детей, подростков, юношей и девушек, а также взрослых и популяризации литературного наследия Чувашии и России. На перемене первым делом мы составили список невест и стали думать, на ком же мне из них жениться. «Женись на Светке Федуловой», — говорит Петька. «Почему на Светке?» — удивился я. «Чудак, она же отличница», — говорит Петька. «Будешь мне хоть всю жизнь списывать». «Нет, — говорю, — на Светке неохота, она же зубрила, будет меня уроки заставлять учить, шнырять по квартире, как заводная, и ныть противным голосом». Сегодня на сцене Дворца культуры проходит настоящее состязательное творческое мероприятие по чтению вслух стихотворных, прозаических произведений чувашских и русских авторов. И стрелами звеневшие бои лишь прерывали труд ее всегдашний.
Недаром конь могучего Ильи оседлан был хозяином на пашне. В руках веселых только от труда, по добродушью иногда не сразу возмездие вздымалось. Это да, но жажды крови не было ни разу. Без сомнения, перед жюри стоит сложная задача. Им нужно определить самого талантливого. Участие в мероприятии принимают чтецы из всех районов Чувашии. Так получилось у меня выучить стих. Вот именно Аллы Журавницкой, потому что там и Россия, и красота ее, и леса, и прям очень понравилось. И поэтому я решила выступить именно с этим стихом. Думаю, у меня получилось. Сам я приехал из Мариэл, поселок Сернур. В таких конкурсах уже участвовал неоднократно. Очень нравится стихотворение рассказывать публике. Прям какое-то настроение такое стихотворное сегодня было. Сурский рубеж выбрал тематику, потому что не знаком был с ней, охота было изучить историю этого сурского рубежа. Заключительный этап конкурса пройдет в апреле. Именно тогда мы узнаем имена победителей. Благодаря таким конкурсам дети становятся ближе к произведениям русской классики. И надеюсь, что они будут получать хорошие оценки по литературе. Александрова Лилия, Павел Демин. Вести недели. С 19 по 21 февраля в городе Пермь прошел чемпионат Приволжского федерального округа по вольной борьбе. На выступлениях сборная Чувашии показала достойные результаты. В общей копилке 5 медалей. Со спортсменами встретилась Ирина Константинова. Сборную Чувашии по вольной борьбе большой делегацией встретили на железнодорожном вокзале города Канаша. К празднику защитников Отечества ребята сделали республике настоящий подарок. Вернулись с большой копилкой медалей. 2 золота, 1 серебро и 2 бронзы. 5 медалей. 5 медалей везете. Из 6. Занимаюсь я во Владикавказе. И друзья занимались борьбой, и как-то мне тоже захотелось пойти посмотреть, и как-то интересно стало, и после этого каждый день занимаюсь практически. Так, а как в Чувашию попали? Ну-ка, давайте-ка расскажем. В Чувашию по приглашению главного тренера Арсена Кирицаева, вот он рядом стоит. Хорошо. Сейчас тренируемся в школе Качкова. Президентом Федерации вольной борьбы Чувашии является Герой России наш земляк Николай Федорович Гаврилов. По его инициативе в республику были приглашены лучшие тренеры. Арсен Кирихсанов является главным тренером. Данному виду спорта он посвятил всю жизнь. Соревнования прошли хорошо. Отобрались у нас 3 человека на чемпионат России в Улан-Удэ. Даты у нас будут 12 марта. Теперь будем готовиться туда. В общем, Чувашию будут представлять 4 спортсмена. 3 вот сейчас боролись, они 3 отобрались. Один, он с прошлого чемпионата попал уже автоматом туда. Любителей спорта, наверное, очень много все-таки в Чувашии. Просто в последнее время чуть-чуть как-то, наверное, борьба ушла на задний план. А сейчас мы пытаемся восстановить ее, чтобы она была на первом плане. Я думаю, у нас со временем это получится. За плечами ребят уже есть весомые достижения. Сергей Козырев – победитель Олимпиады. В Буэнос-Айресе, да. Так. Скажите, пожалуйста, а почему молодые люди должны прийти в этот вид спорта? Чем он вас цепляет? Да, вам нравится? Я думаю, там вообще другое воспитание. И думаю, в здоровом теле здоровый дух, как говорится. Лучше тренироваться, чем ходить по улицам и бездельничать. В Канаше данный вид спорта пользуется популярностью. Антон Афанасьев тренировался у Владимира Романова. Теперь и сам является тренером. Они сегодня также тепло поприветствовали победителей. Вольная борьба – основа жизни. Будем надеяться, что это будет только начало. Канаш, как раньше, была кузница спортсменов и по борьбе, и по лыжам. Будем надеяться. Общий трудовой стаж Владимира Ивановича составляет более 35 лет. Благодаря его мастерству сотни ребят полюбили вольную борьбу. Ирина Константинова, Павел Демин. Вести недели. На этом наш выпуск подходит к концу. Всех благ вам и здоровья. До новых встреч. В
Магазин низких цен «Светофор» помогает экономить время, ведь все необходимое для дома находится в одном месте. Ну и самое главное, «Светофор» экономит ваши деньги. Постоянные покупатели давно уже приметили, что ассортимент продукции увеличивается, а цены остаются прежними. Мы приезжаем сюда часто, покупаем продукты 2 недели один раз. Продукты все свежие. Семья довольна. Магазин «Светофор» расширяет границы. На сегодняшний день более 2000 магазинов в России завоевали доверие покупателей. Увеличивается и география стран, где присутствует данная торговая сеть. Румыния, Литва, Греция, Китай, Италия, Бельгия, Швейцария и многие другие. Помимо продуктов питания, их здесь более сотни видов. Бытовой химии, одежды и даже техники «Светофор» всегда радует сезонными товарами. Нам магазин «Светофор» очень нравится. Вот я приехала в Сибрезь покупать грунт для рассады, укровной материал купила, лотки для рассады купила. Цены нас устраивают в «Светофоре». Экономно. Очень нам нравится. Особенно тщательно в сети магазинов «Светофор» подбирают товары к праздникам. Всевозможные подарочные наборы, игрушки помогут выразить признательность вашим близким. Магазин низких цен «Светофор» сохраняет выгодные цены для населения за счет прямых поставок от производителей. Наши цены ниже рыночных на 15-20%. Наша основная цель – сохранять выгоду для населения. Праздники ждут скоро опять. Снова придется стол накрывать. Как сэкономить и всех удивить? С выгодой все в «Светофоре» купить. Для вас минтай свежий 1 килограмм 107,90. Сельдь свежая 1 килограмм 84 рубля 90 копеек. Курага 1 килограмм 109,90. Грунт 60 литров всего 133 рубля 90 копеек. Сыр пошехонский 1 килограмм 315 рублей. На пороге наступающих праздников, чтобы покупки стали еще интереснее, к уже имеющемуся ассортименту мы добавляем сезонные товары. Приходите за умными покупками, экономьте вместе с нами. Будем рады вас видеть. Ждем вас ежедневно. Город Канаш, улица Котовского, 4.